Бог создал душу человека, предназначенную для того, чтобы побеждать пространство и время. И все то, что мы накапливаем в течение нашей жизни, наши мысли, наши знания, наши чувства, наш опыт, они не исчезают с физическим уничтожением нашего тела. Если бы было так, то не имело бы смысла никакое развитие человеческого общества. Если бы было так, не было смысла бы никакого в человеческой цивилизации. Зачем нам жить, если по слову Библии лет нашей жизни 70, от силы 80? Что такое 70 лет? Вы спросите у людей, у которых такой возраст. Они скажут: я до сих пор имею молодую душу. Я до сих пор на мир смотрю теми самыми глазами, которыми я смотрел и в 30, и в 20 лет. Это что такое? И вдруг исчезновение, небытие, гибель. То ради чего мы тогда все строим и созидаем? Ради этих 70 лет? Или максимум 80, а уж если дальше, так уж особая милость Божия. Некоторые говорят: мы создаем все это для будущих поколений. А я хотел бы задать вопрос: а почему для будущих поколений? Что ценность будущих поколений больше, чем ценность нынешнего поколения? Господь каждого создает таким образом, что он имеет свою неприходящую ценность. И в очах Божиих и объективную ценность нет равных людей. Ни один человек не повторяет другого, даже близнецы, которые генетически так близки друг к другу, имеют общую внешность, не повторяют друг друга. Это разные личности. И каждый человек имеет ценность, вне зависимости от того, жил ли он 1000 лет тому назад, живет он сегодня или будет жить завтра. А это означает, что человеческая жизнь превращается в бессмыслицу, если мы заканчиваем эту жизнь полным небытием. Но ведь многие люди так и думают. Отсюда происходит мораль: ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. А какая вообще может быть мораль, если нету перспективы вечности? А зачем нужно делать добро людям? Один раз живешь. Сделай все для того, чтобы жить богаче, чтобы быть сильнее других. Если нужно кого-то подмять, подомни, обмануть, обмани. Разрушить чью-то жизнь, да разрушь. Какое тебе дело до этой чужой жизни? Но ведь так же и происходит с теми, кто не верит в то, что со смертью продолжится жизнь его духа. Вот в этом Божьем храме и вы, и ваши дети, и внуки способны будут не только научиться смыслу жизни, а опытно, умом и сердцем прочувствовать, что такое Божье присутствие в нашей жизни. Бог совсем рядом с нами. Он в радостном биении нашего сердца, когда мы испытываем чувство любви. Он вместе с нами, когда мы наслаждаемся красотой созданного им мира. Он вместе с нами, когда мы созерцаем творения человеческие, вдохновленные Его силой, Его творчеством. Он с нами, когда мы делаем добрые дела, и особенно Он с нами, когда мы молимся.